Ага. Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире главного телевизионного канала Республики Саха НВК телепередача «Новый день». И вы ведущие Максим Гоголев и Алина Алексеева. Сегодня 17 октября. Неделя перешла на свою вторую половину. И сегодня очень романтичный день отмечается. Романтичный день почему? Потому что сегодня отмечается день посиделок при свечах. Я все-таки склоняюсь как оптимист к тому, что эти посиделки должны быть романтичными, а не в силу того, что, например, у вас там нет электричества, да? Поэтому предлагаю всем сегодня влюбленным провести вот такой романтичный вечер. Ну а завтрашний наш выпуск, я хочу напомнить, будет посвящен Дню Матери. Не упустите шанс в прямом эфире через WhatsApp поздравить своих матерей по номеру 8 914 279 22 62. А также мы хотим напомнить нашим телезрителям, что в следующем году будет 75 лет со дня Великой Победы. И поэтому мы к своим телезрителям даем такое обращение. Телепередача «Новый день» начинает сбор писем, переписок военных солдатов со своими семьями. Если у вас сохранились письма своих дедушек, прадедушек, просим вас обратиться в редакцию по адресу Орджоникидзе, 48, здание НВК Саха, 2 этаж, 201 кабинет, редакция «Новый день». Либо написать нам на электронную почту utro.nvk@mail.ru, либо в инстаграме «Утро НВК Саха». Также проведите выходной в смарт-библиотеке. 19 октября с 11 до 5 вечера вас ждут увлекательные мастер-классы и лекции на разные темы. Раз или два раза в месяц смарт-библиотека проводит дни открытых дверей. Например, в субботу, допустим, расскажет об ОРВИ и гриппе, о влиянии алкоголя на мозг, а для детей пройдут занятия по этикету. А сейчас давайте узнаем, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центральные Улусы в 6 часов утра -8, -3, днем +1, +4. Заречье -9, -2, днем -6, +3. Южные Улусы -3, +3, днем +8, +9. Вилюйские Улусы 0, +2, днем +2, +5. Нижнеленские Улусы -6, -3, днем -3, +1. Западные Улусы -3, +1, днем +3, +6. Колымо-Индигирские Улусы -21, представьте себе, и -3. Какая разница утром? Днем -12, -2. Янские Улусы -13, -8, днем -6, +1. Северо-западные -2, -16, днем -14, -7. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха -2 градуса. Атмосферное давление 751 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Днем ожидается +1, +3 градусов. Небольшой мокрый снег. Мне кажется, что Колыма, как всегда, первая встречает зиму в Якутии, и им особенно нужно сегодня провести романтический теплый вечер. А для того, чтобы быть в курсе, мы начинаем блок новостей. В эфире новости расскажем о самых заметных событиях к началу дня. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. На речном причале в Нижнем Бестяхе открылся пассажирский павильон. Новый пункт ожидания рассчитан на 120 человек. На площади около 400 квадратных метров разместился зал ожидания, помещение досмотра, кабинет администрации, пост охраны, помещение медперсонала, комната матери и ребенка, мужской и женский санузлы, буфет и другие помещения. Теперь вынужденное ожидание отправления или прибытия речного транспорта при неблагоприятных метеоусловиях будет проходить в комфортных условиях. Инициатором строительства выступила акционерная компания «Железные дороги Якутии».
Более 4 миллионов рублей в виде грантов получили несколько некоммерческих организаций Ленского района Якутии. 9 НКО по итогам конкурса получили грантовую поддержку на сумму 4 миллиона 300 тысяч рублей. Максимальную сумму гранта, которая составляет 600 тысяч рублей, получили проекты Совета ветеранов и Общества инвалидов. Пеледуйскому храму святого великомученика Пантелеймона выделили также максимальный грант на создание игровой зоны отдыха и благоустройство территории воскресной школы в центре поселка. Также деньги выделили танцевально-спортивному клубу «Румба», проекту прихода храма святителя Иннокентия Московского, который организовывает экспедиции для детей, проекту начинающих танцоров «Тетим» и другим. Между тем, в столице прошло открытие ежегодной 15-й школы актива при СВФУ. Школа актива – это ежегодное кадрообразующее мероприятие, которое своей целью ставит подготовку ярких и инициативных студентов университета, раскрытие их лидерского и творческого потенциалов. Количество желающих раскрыть свои способности было рекордным, так как культурный центр «Сергелявские огни» был переполнен горящими глазами 85 самых лучших активистов университета. По словам организаторов мероприятия, в начале конкурса в кастинге участвовало более 200 студентов. Из них отобрали чуть более 80. Теперь на протяжении 25 дней они будут работать по разным направлениям и разрабатывать свои собственные идеи во благо не только университета, но и города. У нас нет победителей в школе актива. Победители уже те, кто прошел кастинг, но есть те, которых мы отмечаем особенно. Это 10 звездочек школы актива, они будут отмечены отдельными наградами. 25 лучших участников школы актива, которые идеально сдадут образовательную программу и по итогам итогового тестирования. Ну и, конечно же, 2 из них получат путевку на обучение в городе Санкт-Петербург на базе зонального учебно-методического центра профсоюзов. В штатном режиме и без технических сбоев. В Северном регионе подводят итоги сдачи ЕГЭ. В 2019 году в едином государственном экзамене участвовали почти 9 тысяч человек. По всей Якутии организовали 236 пунктов проведения экзаменов. Все они работали по технологии печати полного комплекта. Как отметила руководитель Центра мониторинга качества образования, в нашем регионе в этом году было зарегистрировано лишь 6 нарушений. В основном это пронос мобильных телефонов. Сейчас идет анализ итогов, результатов, и этот анализ будет направлен в управление образования. И, соответственно, по итогам этого анализа уже учителя на местах, школы будут делать соответствующие выводы для себя, принимать управленческие решения, какие-то методические решения. Да? А новая кампания стартует уже в декабре. Значит, наши школьники будут писать итоговые сочинения. Говоря о спорте, накануне в зале бокса Центра спортивной подготовки «Триумф» прошла открытая тренировка с участием 2 заслуженных мастеров этого вида спорта – Василием Егоровым и Георгием Балакшиным. Они провели мастер-класс для юниоров и взрослых боксеров, которым в ноябре предстоит выступить на чемпионате России и первенстве вооруженных сил. Это как мастер-класс. Молодые ребята приходят и смотрят, как мы тренируемся, как готовимся. У меня скоро будет чемпионат России, который состоится в Самаре с 7 по 18 ноября. И со мной также будет тренироваться наш прославленный спортсмен Георгий Русланович Балакшин. Вообще вот открытая тренировка делается для популяризации именно нашего любимого вида спорта бокс. Вот. И вот будем тренироваться под руководством моего личного тренера, заслуженного тренера России Пахомова Артура Никитича. И также будет помогать мне мой родной брат, мастер спорта России Егоров Николай Михайлович. А на этом у нас пока все. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Благодарим информационную службу, а также лично Василия Радченко за такие хорошие новости. Всегда приятно смотреть про новости спорта, особенно когда выступают такие замечательные спортсмены и приглашают на тренировки по боксу. Дорогой телезритель, если ваше пенсионное накопление находится где-то в негосударственном пенсионном фонде, без вашего ведома, вам будет интересно посмотреть следующий сюжет. Недавно узнал, что мои пенсионные накопления находятся в каком-то негосударственном фонде, хотя я никакого заявления не писал. Что мне делать?
Если гражданин считает, что его пенсионные накопления переведены в негосударственный пенсионный фонд неправомерно, без его согласия, он может обратиться в первую очередь это негосударственный пенсионный фонд, куда были переведены его средства, с претензией о признании перевода недействительным. И негосударственный пенсионный фонд должен его проинформировать и направить копию договора, на основании которого переведены его средства пенсионных накоплений. Также можно обратиться в любой территориальный орган пенсионного фонда с заявлением о неправомерном переводе средств пенсионных накоплений. Пенсионный фонд предоставляет заявителю копии документов, заявления, на основании которых осуществлен неправомерный перевод средств пенсионных накоплений. И гражданин для защиты своих прав следует ему обратиться в суд для признания договора об обязательном пенсионном страховании недействительным и восстановлении потерянного инвестиционного дохода. Также хотелось бы предупредить, что в последнее время к нам обращаются граждане, и в социальных сетях поступила информация о том, что в некоторых медицинских учреждениях города Якутска граждане, предоставляя специалистами пенсионного фонда, ведут консультацию по пенсионным вопросам. Хотела бы всех предупредить и предостеречь, чтобы ни при каких обстоятельствах не предоставляли свои персональные данные неизвестным лицам. Если используют, значит, данные, полное имя человека, его паспортные данные, номер СНИЛСа, то мошенники могут воспользоваться полученной информацией в любых корыстных целях. Также хотелось отметить, что управлять средствами своих пенсионных накоплений человек должен сам, и влиять на его выбор ни в коем случае никто не может. Еще раз доброе утро. И у меня такой вопрос к Максиму. Максим, ты вообще когда-нибудь был в Покровске или... Да, когда-нибудь. Ну вот представь себе, да, сколько мне лет, я еще ни разу не был в Покровске. Вот тебе и повод для того, чтобы отправиться в Покровск. Почему? Потому что в Покровске начала работу выставка художественных свитков самодеятельных художников под названием «Страницы истории земли Хангаласской». Я знаю, что и в Якутске проживает очень много покровчан, которым вот прямо нужно обязательно туда съездить, потому что знать свою историю – это очень важно. Представлены более 50 уникальных свитков на такие темы, как Олонхо долины Эркяни, легенда о Тыгыне сквозь времена и события, и Сафрон Саранов «Вехи истории». Открытие выставки посетила наша коллега Виолетта Засимова. В основе концепции выставки «Страницы истории земли Хангаласской», которую разработал член Творческого союза художников России и руководитель двух арт-студий «Аяркут» и «Орхидея» Галина Семенова, лежит идея свитка. Свиток является одной из самых оригинальных и интересных форм художественной презентации, простой и демократичной одновременно, так как позволяет развернуть экспозицию практически в любом пространстве. Свои работы на выставке представили 43 самодеятельных художника, всего 52 свитка. Им надо вначале выбрать тему, именно изучить, читать очень много литературы. Вообще они даже сами вот это не знают вначале, да? Потом где-то ищут, где-то в архиве работают, где-то что-то находят, да? Как какие-то фотографии. Вот. И это вообще долгий процесс. И вот на созданием одной работы они где-то тратят, наверное, 3 месяца. Каждый свиток – это послание художника, отличающееся техникой исполнения, композиционно-образным решением и смысловой составляющей. Например, автор свитка «Бёрте Батур» Ирина Иринеева соединила в своей работе и мотивы якутского эпоса «Олонхо», и воспоминания о своей малой родине, и образы своих внуков. Ну, у всех были свои, а я говорю, мне надо свою родину, Ханан, Бёрте, чтобы запечатлеть, что я оттуда родом. Вот поэтому так эскиз бросила. И вот горы наши лухананские, вот идут свою народу до Луханана. И именно что должен быть, если Олонхо, то должен быть вот богатырь, который летит над рекой Леной, да? И этот балаган, я помню, у нас
Баласе была вот такая печка, и она тепло давала очень. Я помню ее долго. И тут именно нарисовала своих внучатых племянников, они меня бабушкой зовут. И всегда, вот маленький Алешек всегда говорит, это я же, ты что меня нарисовала так? И он именно походит на него. На выставке представлены и коллективные работы. Члены творческой группы «Сияние» из города Якутска под руководством Людмилы Волжаниновой совместно украсили специально для участия в выставке 3 свитка, на одном из которых изобразили гербы всех улусов республики. Надо сказать, что этот проект будет продолжаться, и мы, коллеги Галины Дмитриевны, у нас очень такое большое желание и в планах создать альбом, иллюстрированный альбом именно из этих картин. Тогда создастся один большой памятник, как книга, альбом-памятник, который будет включать именно исторические и культурные события нашего Хангаласского улуса. Выставка «Страницы истории земли Хангаласской» развернулась в стенах картинной галереи имени Наума Засимова в Покровском центре культуры Саргыты-Гюльгете и проработает до 10 ноября. Специально для нового дня из Хангаласского улуса Виолетта Засимова. Такая замечательная выставка, очень красивые работы представлены. Мы тоже вместе с вами, дорогие телезрители, смотрим эти сюжеты и не перестаем радоваться и удивляться, какие таланты живут на территории нашей республики. Да, мне действительно стоит съездить в Покровск именно за этой выставкой. Итак, дорогой телезритель, если ты сегодня проснулся и тебе нужно найти работу, тебе будет особенно внимательно послушать про вакансии. Требуется оператор котельной 4-го разряда, машинист водогреющих котлов. Образование начальное, среднее, профессиональное. Удостоверение машиниста-оператора водогрейных котлов, оператора котельной 4-го разряда. Стаж работы от 3 лет. Отсутствие медпротивопоказаний. Образование среднепрофессиональное, в том числе начально-профессиональное. Стаж 3 года, зарплата 28 200. Требуется сменный техник. Сменный техник в службу информатики и связи. Среднепрофессиональное образование, либо профессиональное. Опыт работы от 2 лет по специальности. Прием на работу по результатам собеседования. Образование среднепрофессиональное, в том числе начально-профессиональное. Зарплата 35 000 рублей. Требуется гардеробщик. Гардеробщик в ресторан «Лайнер». Без предъявления требований к образованию. Без вредных привычек. Прием на работу по результатам собеседования. Образование среднее, общее, 11 класс. Зарплата 25 000 рублей. Срочно всем устроиться на работу, чтобы в такое прекрасное утро с нами собираться зарабатывать деньги. Да. А сейчас следующая наша рубрика «Пусть мама придет». И мы посмотрим родных Люду 7 лет и его брата Ваню. Давайте посмотрим про их историю. Знакомьтесь, родные сестра Люда и брат Ваня. Люда и Ваня. Ване 4 года. Люда у нас в этом году пошла в 1 класс. С 1 сентября 2009 года Люда ходит у нас в 1 класс. Люда очень любознательная, любит заниматься математикой, очень красиво пишет. Ваня у нас тоже очень любознательный, любит заниматься с пазлами, конструктор, знает, что такое величина, длина, различает цвета. Дети очень общительные, неконфликтные, со всеми детьми находят общий язык, как с сверстниками, так и со взрослыми. Люда посещает кружок «Мозаика» и танцевальный кружок «Вдохновение». Любит очень танцевать, петь, читать стихотворения. У Вани развито чувство ответственности, он у нас неконфликтный. Тоже посещает кружки вдохновения, любит танцевать, неоднократно участвовал на утренниках, танцевал матросский танец, хорошо поет, красиво рисует, лепит сюжетные картинки. Ваня, какой ты хороший. Ух ты, молодец, да? Давай, аккуратно, аккуратно. Вот так, давай. Делай аккуратно. Так, руками нельзя. Вот.
берешь и вот так. Ну-ка. Ваня, смотри. Вот так, да? Вот. Тебе нравится рисовать, да, Ваня? Очень нравится, Ваня, рисовать. Ну, давай тогда вот белую возьмем. Угу. И вот так. И вот белые, что мы будем рисовать? Давай вот этот парус сделаем белым. Хорошо? Вот, смотри, краска-то у нас белая. Ну, давай. А сейчас ты сам. Ты же у нас умеешь? Давай. Ага, аккуратно. Аккуратно. Вот. О, у нас получается. Я хочу вот это. Ну, давай. Вот этот? Желтый? Да. Ага. Давай, давай, да. Заканчиваем. Так, что мы здесь будем рисовать? Ну, давай. Ага. О, какая у нас красивая бабушка получается. Люда и Ваня – усидчивые и терпеливые дети. Они с удовольствием занимаются творчеством. Один из любимых кружков – роспись по стеклу. Дети очень послушные, покладистые и открытые в общении. Первый класс песни сегодня и учиться мы хотим. Все пятерки будут дасить, и кому не отдадим. Будет первый дасить, если будет учить. Ну а мы его, конечно, будем слушать и разбить. Как и все дети, Люда и Ваня шустрые и подвижные. Они интересуются всем, тянутся ко взрослым, очень нуждаются в семье. Я надеюсь, эти прекрасные дети обретут свою семью. Я тоже очень надеюсь. Ребята, действительно замечательный, хороший сюжет мы посмотрели. И вообще эта рубрика, она действительно дарит добро и дарит надежду, я думаю, очень многим маленьким нашим зрителям и нашим якутянам. Мы хотим рассказать также о выставке учителей. Проект «Рисуем все» инициирован в 2017 году первым президентом Якутии Михаилом Ефимовичем Николаевым. В рамках проекта по всей республике проводятся различные выставки, конкурсы среди учащихся и учителей. И вот в Якутске на днях в арт-галерее «Ургел» состоялось открытие первой республиканской выставки учителей изобразительного искусства Якутии, где побывала наша съемочная группа. 140 работ из 17 муниципальных образований республики. Графика, живопись, натюрморты, портреты. Участие в первой республиканской выставке учителей изобразительного искусства принимают 49 педагогов, преданных своему делу. И мне первым делом, у меня вот то, что хотелось нарисовать, это лето, поляну, цветы, воспоминания лета. Цветы на ветру вот у меня. Мастихином, акриловая краска на холсте. Вот так. И мое настроение передалось вот на этой картине. Данная выставка – это уже второе большое мероприятие проекта «Рисуем все». Первой основной работой является конкурс среди учащихся школ республики под названием «Пою мое Отечество», где школьники выполняют различные задания на протяжении всего года. Выбираются лучшие, и второй этап – это районный улусный этап. 2 этапа улусного, и завершающий этап этой выставки будет в январе 2020 года. Вторая наша большая работа – это работа с учителями, творческая работа. Мы знаем, что наши учителя по всей республике, их сколько школ, столько учителей, может быть, даже больше. С ними надо общаться, их надо как-то поднимать на творчество. Обычно учителя изобразительного искусства занятые ежедневной работой. Мы хотели поддержать их и объявили весной этого года первую республиканскую выставку творческих работ учителей изобразительного искусства. Это глобальный проект. Идея Василия Петровича, очень так опытного педагога, который всю жизнь посвятил воспитанию этих преподавателей. И я хочу сказать, что по уровню выставка, она буквально собранная вот из разных улусов, да, и люди разного поколения они писали, и акварель, и живопись, и масло.
И мне кажется, очень хороший уровень и интересная выставка получилась. Есть люди, которые вот всю жизнь работают в школе. Я знаю даже художников, которые всю жизнь работают в школе, такие как Мария Гуляева с художественной школы. И есть Попова Людмила, которая вот такое дополнительное образование в городе. Она несколько раз делала выставку здесь. И это люди, переданные вообще своему делу. И они очень большое дело делают, потому что из этих детей, может быть, не все художники, но какие-то звездочки уже могут выйти, их воспитателей, да, и воспитанников, то есть. Очень хорошая выставка. Приглашаю всех зрителей и не пожалеют. В дальнейшем выставку учителей изобразительного искусства республики планируют проводить традиционно. А всех любителей современного творчества приглашаем приобщиться к прекрасному в арт-галерею «Юргель». Сегодня в городе будет молодежный карьерный форум 2019. По этому поводу мы сюда пригласили наших гостей. Сергея Егорова, руководителя молодежной биржи труда «Импульс», и Сергея Ли, регионального представителя агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Доброе утро. Итак, расскажите, что сегодня намечается? Ну, вообще, мы планируем очень большое мероприятие, многопрофильное, которое направлено в целом как на трудоустройство, так и на профориентацию молодежи. Ведь что такое карьера человека? Да, это его жизненный путь, который от образования до становления как личности, трудоустройства и так далее. На что во многом жалуется наша молодежь? Вот я не туда поступил, да, я не нашел не ту работу, и в итоге отсюда растут все проблемы. И мы говорим, вот, дорогой друг, сегодня для тебя в городе Якутске в музее «Россия. Моя история» представлен весь спектр. Если ты еще учишься в школе, ты можешь прийти выбрать себе место, куда поступить, высшее и среднее образование. Если ты ищешь работу, ты можешь прийти и найти себе работу по душе. А расскажите, какие площадки будут на фестивале? Ну, у нас есть информационно-деловая площадка, это как бы ярмарка вакансий, где 25 работодателей у нас представляют свои рабочие места для всех ищущих работу. И площадка профориентационная, где более 40 учебных заведений представляют свои возможности для поступления молодежи. Также дополнительные бонусы, практикумы, тренинги, собеседования, презентации предприятий и так далее. А какие предприятия там будут? Ну, самые крупные у нас это, конечно, промышленные предприятия. Это Колмар, Полюс Алдан, кто у нас еще есть? Там Южно-Верхоянская добывающая компания. По городу Якутску финансовый это Алмаз Регионбанк, Национальный центр медицины и здравоохранения. Их очень много. Нужно прийти и посмотреть своими глазами. Ну, допустим, да, молодые люди подойдут, и вот они вот действительно, может быть, так получилось, что они выбрали не ту профессию, да? В этом плане как будет идти с ними собеседование? Что они могут узнать нового для себя? Ну, у нас оказывается помощь профессиональных психологов, которые оказывают профориентационные услуги. То есть человек, который еще не знает, кем он должен быть по жизни, или, может быть, хочет изменить свой вектор направления, он может получить полностью профессиональную помощь по составлению резюме, по определению своего жизненного «я», по тому, к каким склонностям он более способен и к чему он предрасположен. Сергей Ли, расскажите, пожалуйста, вот такие форумы, где еще проводятся по России? Такие форумы проводятся везде, но Дальнему Востоку уделяется особое внимание. Как сказал Владимир Путин, 21 век – это век Дальнего Востока. Именно поэтому было несколько лет назад создано Министерство по развитию Дальнего Востока, а теперь по развитию Арктики. В развитие Дальнего Востока вкладываются внушительные финансовые средства. И для реализации вот этих больших инвестиционных коммерческих проектов, естественно, требуются люди. Территория Дальнего Востока занимает 40% от территории Российской Федерации. Это почти половина. И на такой огромной территории проживает всего чуть больше 8 миллионов людей. Это при том, что в этом году присоединились к нам Республика Бурятия и Читинская область. И, естественно, из этих 8 миллионов людей очень трудно выбрать и подготовить квалифицированных кадров для реализации этих коммерческих проектов. Поэтому наша задача агентства совместно с региональными властями как можно больше организовывать такие мероприятия, чтобы молодежь могла получить полную информацию для получения востребованных профессий и в будущем получить необходимые навыки и компетенции для удовлетворения потребностей вот этих компаний, которые будут конкурировать на мировом рынке. Ну вот получается, в городе Якутске, да, вот проходят и будут участвовать только наши фирмы, так? А допустим, если молодой человек хочет поменять место локации, место своей работы, что с ним будет?
Но наша задача, в первую очередь, это трудоустроить наших собственных людей на нашей территории, на территории Дальневосточного федерального округа. И для этого есть все возможности. У нас есть стереотип, что вот Дальний Восток это далеко, здесь холодно, плохие условия. На самом деле, и многие люди говорят, нужно привлекать других сотрудников извне. А извне люди не очень-то охотно едут сюда, даже при том, что зарплату им предлагают в 2 раза выше. Поэтому это хороший шанс для нас, для наших властей трудоустроить наших местных жителей здесь, на родине, потому что мы здесь выросли. Просто нам нужно получить те необходимые навыки, компетенции, которые, как я сказал уже, будут удовлетворять современных работодателей, построить успешную карьеру, получать хорошую зарплату, обеспечить свои семьи. Ведь что такое счастливая, полноценная жизнь? Это когда ты можешь построить хорошую карьеру, быть востребованным, удовлетворить свои профессиональные амбиции. Должен любить свою работу, и тогда работа полюбит тебя, как сказать. Вот именно. По этому поводу могу сказать, что мы специально разделили по этажам. Как вы знаете, музей он делится на 2 этажа. И если вы ищете работу, это 1-й этаж для вас полностью. Там представлены вакансии. Естественно, они только по нашему городу и по республике Саха-Якутия. Расскажите, вот какая целевая аудитория ожидается и по какому адресу, куда надо прийти нашим телезрителям, кто заинтересован? Кто ищет работу, это, естественно, выпускники и молодежь от, ну, как бы от 22 там, да, и дальше. И до пенсионного возраста. Ну, вообще, молодежь у нас считается до 30, но если к нам придет кто-то после 30, естественно, мы его встретим и полностью поможем. А куда подойти? Улица Уткина, 5, музей «Россия. Моя история». Спасибо большое, это было очень информативно для нас и для наших телезрителей, кто в этом заинтересован. Спасибо. Надеюсь, еще увидимся с вами. Всех ждем сегодня на молодежном краевом форуме. Да, и мы переходим на рекламный блок. В торговом доме «Сэрбэкэ» шикарная греческая соболиная шуба по очень приятной цене. Роскошь стала доступней. «Сэрбэкэ». Фабрика Сардана открывает юбилейный сезон. Новые модели унтов, торбозов, шуб и головных уборов. Расширенный ассортимент сувениров. Лучшие цены только у нас. Действует система скидок. Фабрика Сардана вместе с вами 50 лет. Еба Бусирге. Андойты. Аннала. Ананнын кинеха. Барабыт мақтала. Бусирге тереппит. Бу күнүкөр тереппит. Бихеха иебит. Күн теңе кехибит. Алтынне 19 күнігер. Опера онна балет театрга. Ие мичәрә концерты программага иңрабыт. Күнді иелер бит. Күнді тапталлах әбәлер бит. Чәген болун. Жаулах болун. Уважаемые жители республики, не упустите возможность приобрести новые квартиры на улице Строителей в городе Якутске. Звоните 459-359. Магазин кожи и меха из снова закрывается. Фабричные цены на все. Спешите купить шубу или дубленку с максимальной выгодой. На Крупская, 13. Компания Sun City изготавливает рулонные шторы по индивидуальным размерам всего за 3 дня. Рулонные шторы идеально подходят не только для квартир, но и для кабинетов, школ, офисов и в медучреждениях. Материалы и механизмы отвечают всем требованиям Sunpin. Рулонные шторы – это самый практичный способ оформления окон. Они освобождают подоконник и стены по бокам. Рулонные шторы не только функциональны, но это и стиль и красота. Их можно скрепить на стены над окном одним пластом или же на каждую створку окна. Есть 3 вида материалов – Blackout, полупрозрачные и зебра. Материал Blackout обеспечивает полную темноту. Рулонные шторы можно установить с дистанционным управлением. Рулонные шторы можно легко заказать по WhatsApp с любых улусов. Мы находимся на Дзержинского, 27/1, торгово-деловой центр «Дзержинский». Еще раз доброе утро, с вами я, Алина Алексеева, и хочу вам напомнить, то есть не напомнить даже, а рассказать, что в начале декабря сейчас вообще наступил уже период оплаты имущественного налога, и с 3 декабря при неоплате уже будут начисляться штрафные пени, и поэтому у нас в гостях сегодня не случайный гость. Доброе утро. Лилия Егорова, начальник отдела работы с налогоплательщиками при налоговой инспекции России номер 5 при Республике Саха-Якутия.
Лилия Егоровна, расскажите нам, пожалуйста, кого касается оплата имущественного налога, какие, может быть, есть изменения в этом году, может быть, есть у кого-то какие-то льготы? Спасибо за вопрос. Да. Сейчас у нас наступил срок уплаты имущественных налогов физических лиц. Это транспортный налог, земельный налог, налог на имущество. В этом году у нас есть изменения, которые вступили. Да. Основное изменение у нас касается многодетных родителей. Да. Каждый родитель, у которого 3 и более ребенка до 18 лет, если все 3 детей, да, они нам должны написать заявление и приложить свидетельство о рождении своих детей. Данный документ необходимо направить нам через сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица», да, или могут представить через МФЦ. Также хотелось бы обратить внимание, что у пенсионеров также есть льгота. По многодетным семьям частичная льгота, да, не на полное имущество. А по пенсионерам льгота имеется на одну квартиру, на 1 жилой дом, на 1 гараж и на 600 соток земельного участка. Тоже необходимо направить документы через сервис «Личный кабинет налогоплательщика» либо сдать в МФЦ. Допустим, хорошо, да, вот вы сейчас рассказали про часть какой-то, про электронные услуги, а вообще про в целом деятельность налоговой инспекции. Вот я, например, считаю себя честным налогоплательщиком, да, всегда стараюсь в срок, но вот, честное слово, для меня, например, сложно уследить за всеми этими датами. Хорошо, что вот наш телеканал нашим телезрителям рассказывает. А что если вот, не успеваешь? Вот у тебя, например, есть и многодетные какие-то льготы, и, допустим, ты индивидуальный предприниматель, и у тебя еще вот имущественный налог какой-то должен оплачивать, да? Но я вот очень не люблю очереди, страшно не люблю очереди. Есть вот у налоговой какая-то альтернативная? Как раз очень хороший вопрос. Да? У нас 25 октября будет День открытых дверей, куда мы приглашаем жителей города Якутска. Да? В День открытых дверей мы им расскажем про налоги, про имущественные налоги физических лиц, да? Как уплачивать. Также покажем, как пользоваться нашим сервисом «Личный кабинет налогоплательщика физического лица». 25 октября 202 микрорайон, 23 корпус, а также в МФЦ будет. На 202 микрорайоне будет с 9 утра до 8 вечера без перерыва на обед. Приглашаем и вас туда же. Вот нашим телезрителям, наверное, стоит нам обратиться тогда, да. Еще раз скажу, 25 октября по адресу 202 микрорайон, корпус 23. Корпус 23, будет проходить абсолютно бесплатная целый день консультация специалистов из налоговой инспекции для горожан, для жителей республики. Еще хотелось бы поподробнее узнать о имущественном налоге. Кто является плательщиками имущественного налога? Да, вот хотелось бы обратить внимание, да, на сегодня у нас Федеральная налоговая служба разрабатывает методы взыскания налогов, да, и на сегодня уже пенсионеры наши знают у нас, часто к нам обращаются, да, бывают случаи, когда, если они налоги своевременно не оплачивают, а налоги мы снимаем, к сожалению, их с с карточки, куда начисляются пени, да, чтобы такого не случилось, приглашаем всех своевременно оплачивать налоги. Также по водителям транспортных средств хотелось бы обратить внимание. Они, наверное, все знают, на территории города Якутска мы еженедельно проводим совместно с службой судебных приставов, да, с ГИБДД акции по аресту транспортных средств. В целях того, чтобы избежать данные аресты, также призываем уже уплатить свои налоги по транспорту. Спасибо вам огромное за консультацию. Я думаю, сейчас наши все телезрители уже озадачились и озадачились вовремя. Это хорошо, что лучше предупреждать, чем потом решать, да, какие-то проблемы. Не дай бог допустить изъятие транспортного средства накануне Нового года, например. Да? Мы благодарим вас еще раз за то, что пришли к нам. Приходите к нам еще. У меня к нашим телезрителям вот такой вопрос. Сейчас вот век цифровизации, все переходит на электронный доступ. Люди экономят свое время, да? Вот в налоговой мы теперь знаем, как избежать очередей. А как же избежать очередей в поликлиниках? Например, вы хотели бы получать консультации врачей онлайн? Есть у вас такое желание, запрос и так далее? Я думаю, что есть. И наша постоянная рубрика «Электронные услуги». Узнаем о том, как это дело двигается в Якутии. До чего техника дошла? Телеконсультация с врачом реальна. Она представляет собой дистанционную защищенную связь между врачом и пациентом.
А это значит, что пациенту не нужно возвращаться в поликлинику и ожидать своего приема, экономя свое время для других дел. Первичный прием: пациент приходит сюда, мы его посмотрели, назначили ему соответствующие анализы. И чтобы повторно не ходить, не сидеть в очереди, узнать только результаты сами анализов, мы назначаем для них вот эту телемедицину. И они прямо на телефоне, у них приходит смс-ка, что ваши результаты и цифры какие там. У нас связь с ними, он на телефоне меня видит, а я здесь на компьютере у себя на рабочем столе вижу его. И так мы можем же, он же напрямую задает вопросы, его касающиеся, я на них отвечаю. Из преимуществ также стоит отметить, что телемедицина позволяет динамически наблюдать за пациентами с хроническими заболеваниями, так как не все диспансерные больные придерживаются плановых визитов к своему врачу. Также введение электронной записи дисциплинирует весь процесс врачебного приема. Очень удобно тем, что можно посмотреть, когда больной прошел флюорографию, какие анализы он сдавал, какого числа, у каких врачей он наблюдался. Все это видно теперь в этой программе. И входит ли он в категорию льготников, тоже очень удобно. Выписываем там же мы электронные больничные листы, тоже в этой же программе все у нас работаем. И выписываем также сразу же льготные рецепты по муниципальной и федеральной программе. Пилотный проект по телемедицине на сегодня введен лишь в некоторых поликлиниках города Якутска. Будем надеяться, что в скором будущем медицинская помощь для нас с вами станет еще доступней. Мария Павлова, Андрей Рукавишников. Новый день. Якутск. В городе Якутске на днях проходит Тихоокеанская конференция молодых исследователей. На эту тему мы сегодня пригласили наших гостей. Сергей Местников, генеральный директор целевого фонда будущих поколений. Также у нас в гостях и издалека, из Малайзии, в гости к нам приехал Мухаммед Санджи Парамари. Это руководитель программы малайзийских организаций юных исследователей в Малайзии. И наш Альберт Никаноров. Он один из организаторов в качестве переводчика. Сегодня он к нам приглашен. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Итак, расскажите, пожалуйста, что за форум, что за конференция? Азиатская Тихоокеанская конференция проходит здесь у нас в Якутске впервые. По счету это 8-я конференция. И на эту конференцию прибыли с 11 стран. Принимают участие 75 школьников. Это очень престижная конференция. И эта конференция очень ценится и с уважением относится к этой конференции в Тихоокеанском регионе в целом. Это как здорово, да? Получается, 8-й раз идет по миру и впервые в России. Впервые в России и в Якутске. Более того, в Якутске, да. И для примера, если первая конференция охватывала только 5 стран, то сегодня уже 11 стран. Это говорит о масштабе, это говорит об интересе к нашему региону. Со стороны исследователей это будет здорово для наших детей, которые будут наравне с другими принимать участие в этой конференции. Мы знаем, что фонд будущих поколений поддерживает наших юных одаренных детей республики. Да, действительно так. И расскажите, какие проекты существуют на сегодня у нас? Ну, мы в 2016 году приняли программу «Во имя будущего». В рамках этой программы поддерживаем таланты не только в сфере образования и науки, но и таланты в сфере культуры, искусства, в сфере физкультуры и спорта. И поиск талантов идет не только здесь, в Якутске, в центральной части, но и в северах, где труднодоступные населенные пункты. Мы вместе с Высшей школой Арктики, вместе с Высшей школой музыки направляем преподавателей, и там проводим отбор, смотр талантливых детей, и в последующем уже привозим сюда, приглашаем в Якутск, и они обучаются в наших университетах и институтах. Итак, наш гость Мухаммед, расскажите про себя и по какой компетенции вы являетесь специалистом. Okay. Yes, I'm Sanjay, actually from Malaysia. All right, I'm from the Malaysian Young Scientists Organization. All right, I'm also a part of committee steering member in ICYS, APCYS, and few other science organization in world. All right. So what actually we do, right? We always we have what you call a conference. We select some countries to organize this kind of conference.
Ага. Вот, ага. То имя он свое сказал, что он из Малайзии, он себя там является вице-президентом организации, которая занимается вот юными исследователями. И он сказал, что он приехал в Якутск и работает уже в рамках уже этой конференции. А в какой компетенции он является специалистом? Да, он сказал, что он работает в компетенции математика. По математике? По математике, да. Он оценивает работы именно по этому направлению. А получается, вы в России в первый раз или когда-то еще были? Yes, this is my first time to be in Russia, especially in Yakutia. Right, it's a very great, memorable and experience for me to be here actually. Да, это я впервые не только в Якутске, но и в России. И могу сказать, что это очень памятное событие для меня. И опыт, который я здесь получил, да, останется в памяти, да, я думаю, долго. Действительно. Да. И для нас это великая честь, действительно. Yes, Сергей, расскажите, какие работы являются перспективными? Но если помимо социальных проектов в сфере поддержки одаренных детей, то мы ведем также строительство социальных объектов. И одним из наших уникальных и стратегически важных проектов является строительство уникального инновационно-образовательного комплекса «Малая академия наук». Это такая же научная организация, как Академия наук России или Республики, но Малая академия наук, где будут проводиться исследования среди школьников. Наши школьники получат возможность в лабораторных условиях проводить какие-то исследования современных. Таких оборудований нигде не будет, именно только у нас в Якутске будет. Этот объект, он расположен в Хангаласском районе, в селе Чапаево. И мы планируем ввести в эксплуатацию этот объект уже в конце следующего года. И наши дети получат возможность проводить полномасштабные исследования. Да. Спасибо большое. Давайте, может быть, передадите нашим телезрителям какое-нибудь пожелание? Your wishful thinking for the audience of this program. What we can say to the people that are watching you? Okay, it's a very great moment actually. Why I say that? Because it's not an easy task to organize this kind of conference. Okay, it needs very hard work and of course the commitment of the country actually. All right, so I get a very good commitment from Yakutia. Да, он сказал, что это является очень таким великим моментом, что вот организационный комитет и люди, которые были вовлечены в организацию этой конференции, они проделали очень большую работу, и он хочет пожелать всем нам удачи. И он удивлен, да, удивлен. Да, итак, удачи я тоже хочу передать всем нашим детям, и мы переходим на рекламный блок. Спасибо. Отпразднуйте новоселье уже в этом году. Застройщик АО ДСК сдает дом в 203-м квартале уже в конце 2019-го. 33 13 28. Алтыны сүрбәһис күнегәр саха театргар сахал бәдибәт талана Валерий Ноев төрәбитә. Агын сылыгаран лаухлахан концерт спектакль болар. Валерий Ноев релдерен басың толыратчылара оннан көһүттер рыгыттар билектер кеттектера. Бу долгутула гатылган кехетен Валерий Ноев чугоздагыра Аркадий Алексеев слайныдыга. Сагалыныта 16-19 частан. Впервые в Якутске огромный выбор пуховиков и модных пар в центре верхней одежды «Торнадо». Скидки и рассрочка до 2 лет. «Торнадо». ТЦ ГАИ, 2-й этаж. Доброе утро. В эфире телепередача «Новый день» на телеканале НВК Саха. Мы желаем вам приятного аппетита. Тем, кто уже вышел на работу, желаем бодро, быстро дойти, чтобы не замерзнуть. И переходим далее к нашим рубрикам. Осень – прекрасная пора для того, чтобы в холодные вечера проводить их за кино. Благо, в этот месяц на киноафише оказалось весьма богато. Возглавил блок крупная премьера 17 октября диснеевская сказка «Сиквел» «Малефисента. Владычица тьмы» с Анджелиной Джоли в главной роли. Также зрители ждет байопик «Джуди» с возвращающейся в большое кино Рене Зельвегер. Подробнее ежедневной рубрики «Киноафиша». Смотрим. 5 лет назад я думал, что потерял тебя. Смотрите сегодня в кинотеатре «Елена» продолжение картины, вышедшей на экраны в 2014 году «Малефисента. Владычица тьмы».
Действие фильма развернется через несколько лет после того, как Малефисента заколдовала принцессу Аврору. Героиня Джоли живет в волшебном лесу вдали от людей, но отрешиться от внешнего мира окончательно у нее не получается. Она вновь возвращается туда и сталкивается с предательством и злом. Главным ее врагом станет королева Ингрид, а вот с принцессой Авророй у нее сложатся едва ли не крепкие отношения. С сегодняшнего дня она моя дочь. Союза не будет! И свадьбы не будет! Любопытно, что в фильме могли сняться и дети Анджелины Джоли, 13-летняя Шайло и 11-летний Нокс, но сделать этого им не позволил их отец Брэд Питт, выступивший против. Малефисента. Владычица тьмы. Ну, рассказывай. Было еще существо. Пора взять под крыло и свой род. Простите, что опоздала. Мисс Гарланд. Прошу, я Джуди. Я извиняюсь, но ваш номер ушел. Что значит ушел? Куда же он мог уйти? Ваш счет заморожен. Также смотрите сегодня байопик о легендарной голливудской актрисе Джуди Гарланд. Действие фильма происходит в 1968 году, за год до смерти актрисы. Нельзя оставлять величайшую в мире певицу без бокала. Фрэнк Синатра здесь? Фрэнк Синатра велик, но он не Джуди Гарланд. Картина расскажет о последних концертах Гарланд в Англии, посвященных 30-летию выхода прославившего ее фильма «Волшебник страны Оз». Ее ссорах с руководством, личных переживаниях и тоске по детям, а также о ее встрече с музыкантом Микки Динсом, который впоследствии станет ее пятым и последним мужем. Я ничего не заказывала. Тут мужчина под тележкой. Сюрприз! Биографическая драма Джуди пророчит исполнительнице титульной партии Рене Зельвегер ощутимый шанс побороться за еще один Оскар в ее карьере. Трагическая история жизни известной актрисы и певицы подарила богатый материал для творческой команды фильма. Что? Тебя мама заждалась дома возле кроватки? С тобой все в порядке? Что, если я не смогу это сделать снова? Зельвегер играет голливудскую звезду в последние месяцы ее жизни. Лихорадочные, суматошные, наполненные страданиями, а потому есть где разгуляться актерским талантом исполнительницы главной роли. И посмотревшие постановку критики утверждают, что актриса выложилась на все 100. Вы принимаете что-то от депрессии? 4 мужей не помогли. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Вы же не забудете меня? Пообещайте. И не забываю вам всегда повторять доброе утро, потому что как вы утро начнете, так вы день и проведете. А у нас в гостях лидер России Валентин Тимофеев, полуфиналист конкурса «Лидеры России», руководитель группы в отделе комплектации «Алроса», акционерной компании «Алроса». Вообще наша тема сегодня это конкурс «Лидеры России 2019». Мы знаем, что от республики участвовало 2 человека, да? И вот... Ну, как было? В полуфинале участвовало от нас 15 человек. В финал уже в Москву полетел 1 человек-представитель, и он там же победил Евгений Григорьев. Угу. А вы, получается, дошли до полуфинала? Да, до полуфинала. Но я думаю, что вы нашим телезрителям про этот конкурс тоже можете рассказать, где он проходил, какие условия там отбора, требуется ли какая-то специальная подготовка к этому конкурсу? Конечно, расскажу то, что специальной такой подготовки не было. Я конкурс узнал от своих друзей и решил, во-первых, попробовать себя. И прошел первые 3 дистанционных этапа, то есть тестирование. Первый тест – это на общие знания по России, там география, русский язык, литература. Вот. Второй этап – это уже психологическое тестирование было. И третий – это уже вычислительные способности. И после этого, по итогам 3 результатов, меня позвали на полуфинал в город Владивосток, где от республики, как повторяюсь, уже было 15 человек.
Ну, это, мне кажется, такой довольно долгий этап. То есть 3 предварительных заочных этапа, и потом во Да, Владивостоке это уже... продолжительность была где-то полгода. Ну, вот уже с осени до января. Хорошо, значит, вы побывали во Владивостоке на этом конкурсе. Вот какие ваши самые яркие впечатления от участия в этом мероприятии? Что вам больше всего запомнилось? Может быть, у вас там случился какой-то нетворкинг во Владивостоке? Может быть, вы во время того, как проходили эти тесты... Мне всегда интересно тесты проходить, потому что я чего-то, если не знаю, я потом обязательно гуглю. И вот даже если потом ошибаюсь, оказывается, что узнаю что-то новое. Ну, вообще, весь процесс вот, конкурса «Лидер России», он для меня как бы один из ярких моментов в моей жизни. Потому что я, во-первых, испытал себя. Во-вторых, я познакомился уже с жителями, вот, с коллегами, можно сказать, по Дальнему Востоку, соседних вот, регионов. В-третьих, это мощный элемент саморазвития. Потому что уже пройдя вот на дистанционном этапе, профессиональные психологи отправляют вам портрет вашего психологического уровня. И какие вот, эти места, где надо доработать, где поработать. У меня, вот честно скажу, было такое, то, что у меня было по итогам тестирования слабое упорство. Но, как показал опыт, я уже там тоже рекомендую литературу, именно какую почитать. Я, прочитав, уже, можно сказать, апгрейдил себя. И уже в конкурсе я тот человек, который максимально написал число апелляций, чтобы пройти до полуфинала. И для меня полуфинал уже был как финал. Ну, это, знаете, действительно, получается, вам указали на то, что вы недостаточно упорный, и вы прямо сразу же взялись за дело. И... Да, здорово. Ну, я считаю, что это даже то, что вы вот написали апелляцию, да, допустим, это уже 3 раза сделало вас уже сильнее, да? Да, то есть этот конкурс уже сделал вас сильнее. Еще такой момент, вот самое яркое, то, что я был подписан на космонавта, Героя России Сергея Рязанского. И во Владивостоке уже прошел его семинар вот, в рамках конкурса «Лидерство и командообразование». И вы познакомились, да, побывали? Побывал, лично познакомился и поговорил. Вот как здорово, что есть такие сейчас конкурсы, когда люди со всей России могут и себя испытать, и прокачаться, да, как сейчас принято говорить, и даже познакомиться лично со своими, ну, каким-то, может быть, даже кумирами, да, действительно, все космонавты, я считаю, это уже герои. И вот последний такой кратенький, хочется от вас услышать ответ, как поучаствовать в этом конкурсе? Когда будет следующий конкурс? Конкурс, регистрация уже началась. В конкурсе практически участвовать могут все. И я призываю всех жителей нашей Якутии поучаствовать. В год консолидации мы уже мощной командой, чтобы представили Якутию в Дальневосточном. Спасибо вам большое за то, что вы пришли, поделились с нами. Мы желаем вам хорошего дня. Спасибо. И мы продолжаем наш эфир. Максим, тебе слово. Да. Еще раз мы приветствуем всех телезрителей. Я надеюсь, что вы все уже зарядились и энергией, поели завтрак и уже готовы к новому трудодню. Замотивированы нашими гостями на новые достижения. Сегодня у нас была замечательная погода, ждет нас в городе Якутске. Ждем вас теперь в эфире завтра. Хорошего дня.